вечер. Время новостей. Вы смотрите «Заман». В столицу Турции, Анкару, прибывают участники второго Всемирного конгресса крымских татар. Своих делегатов представили 180 крымско-татарских организаций из 12 стран мира. Все они соберутся 1-2 августа в конференц-зале Билкент Хотел для координации дальнейших действий в условиях незаконной аннексии Крыма и угрозы уничтожения крымских татар. Ожидается, что на форуме будет избран президент Конгресса. На сегодняшний день это глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он был избран на эту должность в 2009 году во время первого Всемирного конгресса крымских татар в Симферополе. Телеканал АТР в течение 2 последующих дней будет вести живую трансляцию второго Всемирного конгресса из Анкары. Вещание начнется завтра в 10 утра. Конституционный суд Украины принял конституционные изменения в основной закон в части децентрализации власти. Об этом сегодня заявил судья Василий Бринцев. Суд признал, что законопроект соответствует статьям 157 и 158 Конституции Украины. 16 июля парламент проголосовал за президентские предложения по децентрализации. За это проголосовали 288 депутатов. После выводов Конституционного суда законопроект снова направят в Верховную Раду, где для его принятия необходимо будет набрать не менее 300 голосов. Законопроект предусматривает, что источником власти должны стать местные общины, которые сами будут собирать налоги и распределять бюджеты. Областные и районные администрации при этом ликвидируют. Крымско-татарской автономии в этих изменениях нет. Вынужденным переселенцам из Крыма правозащитники советуют обращаться в Европейский суд. Компенсацию от России можно требовать как за материальный, так и за моральный ущерб. Европейский суд уже направил запросы в Российскую Федерацию. Там их будут изучать до осени. В Украине уже начали собирать первые обращения от вынужденных переселенцев. Это здесь недалеко дома начинаются, на этой стороне. И там наш дом. Когда я на велосипеде проезжаю вот сюда, вот на это место, купаюсь и еду на работу. Вот это место нашего жительства все время перед глазами. Фотографии напоминают Игорю Георгиевичу родной дом. 1,5 года назад его выгнали из Крыма и запретили въезд. Вы дадите нам собраться? Нет. Вот уходите и все, пока мы вас не убили. Ну что же оставалось делать? Мы взяли с собой только паспорта, вещи на вешалке, и в рюкзак покидали и уехали. Там у него остались 2 квартиры и все вещи. В столице с женой живет в общежитии на 12 квадратных метрах. Комнату обустроили как могли. Выброшенные куски собирал на улице, как обычный бомж. Здесь все это отмывал и собирал в кучу. Вот и все. Например, вот стул обшила тут, потому что вот мы его взяли, он был никакой. Там он весь развалено. Когда того стула не было, вот этот сделала, такой дизайнерский стул. Немножечко он уже пообмялся. Домашним уютом занимается жена. Игорь Георгиевич в столице нашел работу по специальности. Здесь мое рабочее место. После того, как я уехал из Крыма, я написал заявление в Академию наук. В Академии наук разрешили мне остаться. Чтобы защитить свои права, правозащитники советуют семье обращаться в Европейский суд. Можно подавать индивидуальные иски, а можно присоединиться к иску государства. Для этого нужно подать анкету. В ней расписать, при каких условиях им пришлось оставить полуостров. Заповнення таких анкет не означає, що особа вступає в справу. Це означає, що держава отримує відповідні відомості і може з ними вимагати від держави-агресора припинення відповідних протиправних дій. Игорь Кирющенко сейчас собирает все необходимые документы, однако не уверен, что сможет добиться справедливости. Супруги до последнего не теряют надежды в родной дом так и вернуться. Остается только надеяться. Надеяться, что все же вернемся. Очень хочется в это верить. Только этим живем. Ждать решений суда придется долго, может и 10 лет. Европейский суд по правам человека год назад удовлетворил иск Грузии против России. Подавали его еще в 2007 году. Тбилиси обвинил в Россию в незаконных арестах и массовой депортации во время антигрузинской кампании 2006-2007 годов. Грузия требовала выплатить 70 миллионов евро компенсации, однако денег от России еще не получила. Наталья Калинка, Айдар Амеров, Алим Абдулхаиров, Заман, АТР.
Цены в Крыму стабильно растут. Питание, стройматериалы, бытовая химия. Крымчане жалуются, цены уже выше, чем в Москве. По официальным данным, ежемесячно в Крым с материковой Украины доставляется более 40 тысяч тонн, 40 тысяч тонн гастрономических продуктов. Многие продукты на полуостров завозят и из России, но ассортимент не приводит к снижению цен. Наоборот, они растут практически ежедневно. Об этом сообщает Крым Реалии. А вот это персик, это уж вообще. Да вообще надо с этим кончать. Кончать. Крым золотое дно для кое-кого. Вот если входили, Цена чем низкая, тем лучше всем. Для нас, для людей. Каждый день бывает разные. Вот недавно помидоры было 80-70 рублей. Сейчас помидоры огурцы поднялись. Перец вчера было вот 25 рублей, 30 рублей, 40 рублей. Сегодня же оптом, да, 50 рублей, 45 рублей. Мы еще держимся, 50 рублей перец у нас, как оптовая цена. Контролируются цены государством. И кто как хочет, так и торгует, в принципе. Поэтому изначально надо контроль со стороны государства, чтобы цены стабилизировались. А если контроля нет со стороны государства, то и цены будут расти. Так вот. Государство, чиновники халатно относятся к этому ко всему. Симферопольская администрация анонсировала полное завершение ямочного ремонта дорог до завтрашнего дня, 1 августа. А до 21 декабря обещают сделать капитальный ремонт. Насколько симферопольские улицы готовы к сдаче, проверяли наши крымские журналисты. Уже завтра по заданию администрации Симферополя подрядным организациям, ведущим ямочный ремонт на дорогах столицы Крыма, необходимо его закончить и предоставить акты выполненных работ. Но лучше всяких актов о выполнении решения администрации к 1 августа залатать все ямы на многострадальных улицах, свидетельство тех, кто по ним ездит. Юрий проживает в Симферополе уже более 20 лет. Он признается, таких плохих дорог не было никогда. А по улице Мамак, где проживает мужчина, так вообще ездить невозможно. Ямы глубиной до 30 сантиметров, шириной до 1,5 метров. В общем, это не выдумки, это реальность. Подвеску приходится очень часто ремонтировать. Вот шаровые менять. В общем, все, что относится к подвеске. Это очень часто. И хороших дорог у нас, только разве что центральные, по которым ездит руководство города, по которым руководство представителя правительства России проезжает. Вот эти дороги более-менее в нормальном состоянии. Все остальное неудовлетворительно. На некоторых дорогах Симферополя ямы больше напоминают глубокие окопы. К примеру, улица Субхи-Родионова. Здесь проводился ямочный ремонт, но результаты работы незаметны. Через день-два эксплуатации и на месте залатанной ямы появляются две новые. Наша оценка на даже минус единица. Надо чинить дороги, особенно здесь. Невозможно ездить абсолютно. Раз в 2 месяца. Раз в 2 месяца ломается ходовая. Я прошу починить дороги. Дороги у нас просто обалденные. Я желаю всем дорогостроителям крепкого здоровья и долгих лет жизни. И нашей городской администрации в том числе. Пусть займутся нормальной работой в конце концов. Вчера, за день до обещанного к 1 августа завершения ямочного ремонта, на сайте городской администрации разместили интерактивную карту повреждения дорожного покрытия. И даже на ней, фиксирующий объем каждой ямы, видно, работа еще не в проворот. Ремонтной активности сегодня на улицах не наблюдается. Правда, у городских чиновников есть еще ночь, чтобы успеть залатать свои обещания. Эльмас Ибрамова, Нариман Меджитов, Заман, АТР. Соединенные Штаты снова расширили санкции против России. Министерство финансов США обнародовало список 11 физических и 15 юридических лиц, на которых будут действовать ограничительные санкции. В частности, США включили сына Бориса Ротенберга Романа и сына Виктора Януковича Александра в список лиц, против которых вводятся санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе. Кроме того, под санкции попали 35 дочерних структур Внешэкономбанка и компании «Роснефть». Среди объектов в Крыму под санкции попали коммерческие порты Евпатории, Феодосии, Керчи, Севастополя и Ялты, а также Керченская паромная переправа. Санкции запрещают физическим и юридическим лицам США проводить любые прямые или косвенные транзакции с лицами, находящимися в списке санкций. Эти транзакции включают финансовые, торговые и все коммерческие операции.
На днях в Индийском океане нашли обломки самолета, которые могут принадлежать пропавшему MH370. Эксперты по авиационной безопасности заявили о высокой степени уверенности в том, что найденный фрагмент крыла самолета мог быть закрылком от задней кромки крыла Боинга. MH370, совершавший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров еще в прошлом году, в ночь на 8 марта. На его борту находилось 12 членов экипажа и 227 пассажиров из 14 стран мира. Родственники пассажиров и членов экипажа пропавшего рейса убиты горем и истощены длительным ожиданием результатов поисков Боинга. Поки нам не оголосять офіційного підтвердження, я не зможу повірити в те, що розповідають усі медіа та експерти. На мою думку, офіційне підтвердження має надійти від Об'єднаного координаційного центру з пошуків літака та уряду Китаю. Зараз я не можу вірити заявам уряду Малайзії. Ми усі хочемо та очікуємо так довго будь-яких достовірних новин. Утім, коли ми почули цю звістку, то зрозуміли, що це будуть ще одні драматичні переживання. Вопрос о создании трибунала по малазийскому Боингу 777, который сбили в прошлом году над Донбассом, будет поднят снова. 5 стран, расследующие обстоятельства этой авиакатастрофы – Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина – вновь попытаются получить одобрение Совбеза ООН о создании международного трибунала. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. 2 дня назад на заседании Совета безопасности ООН по проекту резолюции о создании международного трибунала по этому делу проголосовало 11 членов Совбеза. 3 воздержались. Еще 1 член, Россия, имевшая право вето, резолюцию заблокировала. Крымские волонтеры из благотворительного фонда «Садака» организовали праздник для пожилых людей в Симферопольском доме престарелых. Алие Блелимова живет в доме престарелых уже 12 лет. Не пропускает ни одно мероприятие, которое организовывают для стариков. Каждый месяц для них устраивают концерты и праздники. Нравится, спасибо, что приходят, развлекают стариков. Азиз Шейх-Ислямов в доме престарелых почти 2 года. Его родственники остались в Узбекистане. У него редко бывают посетители, поэтому он рад всем гостям. Мы между собой мало общаемся. Зато, когда приходят гости, мы можем вместе посидеть, поговорить. Крымские волонтеры из фонда «Садака», известного своей помощью малоимущим и больным детям, проведывают обитателей дома престарелых уже в 3-й раз. Бабушкам и дедушкам самое главное – это уделить им внимание, для того, чтобы молодежь могла пообщаться с ними, могла поделиться, чтобы старики могли поделиться с ними какими-то, может быть, сокровенными разговорами. Стариков развлекали песнями и танцами. Они не смогли усидеть на своих местах. Кроме развлечений, волонтеры раздали жильцам дома престарелых подарки. Элиф Абдулла, Ахмед Акай, Заман, АТР. Лидеры групп «Тартак» и «Рифмастер» дали концерт на передовой в Донецкой области. Саша Положинский и Андрей Антоненко выступили для украинских военнослужащих, сообщает 5 канал. Відпочили, нам все дуже сподобалось. Хотілося, звичайно, щоб частіше такі гості приїжджали. Концерт супер, ми дуже раді, що до нас приїхала така група, нам підтримує наш бойовий дух. Тут нас, артистів, дійсно чекають. І приїжджайте, особливо дівчата. Дівчата, приїжджайте частіше до хлопців, бо вони до нас ставляться з повагою, а вас вони просто на руках носитимуть і не відпускатимуть, поки ви не скажете «Досить, хлопці, ставте на землю». На этом пока все. Другие новости смотрите в «Заман» с Софией Абляевой в 21:30. Всего доброго.